Всего через 2 недели после Женевских мирных договоренностей, зафиксированных 17 апреля, противостояние на Украине перешли в новую фазу – фазу гражданской войны. В течение вчерашнего дня поступали противоречивые сообщения о ходе антитеррористической операции Киева против сторонников федерализации в Донбассе на юго-востоке Украины. Каждая сторона придерживалась той версии, что инициатива находится в их руках. При этом география конфликта с каждым часом расширялась, захватывая Мариуполь, Андреевку и Луганск. Сейчас эпицентром боев остаются Краматорск, Славянск и Константиновка. Это город с 75-тысячным населением между Краматорском и Донецком. А катализатором конфликта стала потрясшая Украину и Россию трагедия 2 мая в Одессе, унесшая жизни 46 человек. Сейчас в Одесской области формируется армейское подразделение для контроля за правопорядком, руководить которым будет непосредственно областная администрация. Свое отношение к событиям на Украине высказал временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов. И, находясь в командировке, я получил информацию о том, что в Одессе на Украине произошла трагедия, погибли люди при разборках между группами людей, которые представляют одна часть это радикальную националистически настроенную молодежь, и при этом при пожаре около 40 с лишним человек заживо сгорели. И около 200 с лишним человек получили ранения. На Украине сегодня, по сути, происходит гражданская война. Война между людьми внутри суверенного государства. И власти, которые пришли недавно, они преследуют непонятные цели и задачи, вместо того, чтобы развивать государство, искать пути стабилизации. Я очень сегодня серьезно отношусь к тем заявлениям, которые делает наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в том, что происходит на Украине, это все-таки дело той власти, которая пришла совсем недавно и не держит под контролем, которая даже призналась официально, не держит под контролем ситуацию в целом по стране. Это, конечно, будет очень иметь большие последствия для народа, не для людей власти, а для народа. Тем временем президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека сегодня на своем сайте опубликовал обращение к межправительственным структурам, призвав ОБСЕ и ООН приложить все возможные усилия для организации переговоров между противоборствующими сторонами. Совет готов выступить партнером в этом процессе, который жизненно необходим для Украины, России и Европы в целом, говорится в документе. Столкновения между силовиками и сторонниками федерализации Украины продолжаются. Я сегодня обращаюсь к якутянам, к своим землякам, о том, что мы не должны не допускать ни малейшего намека о том, чтобы появились такие настроения и у нас в Российской Федерации, и в том числе в Республике Саха-Якутия. У нас проблем в социально-экономическом плане достаточно много, над которыми нам сообща надо работать и их устранять. Наши цели и задачи, они благие, они направлены ради достойной жизни людей в нашей республике, в наших районах, в наших наследях. По данным